Уважаемые друзья, мы рады всех приветствовать на презентации книги «Легенды Туган Батыры». И яңа герой ул Туган Батыр. Татар милләтенә хас булган сыйфатларны җыючы герой. Һәм инде хәзерге буынга аеруча шундый геройлар бик кирәк дип саныйбыз. Уважаемые дамы и господа, мы рады вас приветствовать на этом мероприятии. И сегодня родился новый герой в татарском мире. Имя ему Туган Батыр. Давайте вот этому событию немножечко поаплодируем. Sizning boshingizda haligi kitobga, haligi ishga ulush kiritgan, ham endi ilhomlantirib turgan, bu ishni olg'a surgan kishilar sizning boshingizda o'tiradi. Ham endi siz ularga bugun o'zingizning so'rovlaringizni bera olasiz. Narsa qiziqsindira, nindi planlari бүтінісін bera olasiz. Ham endi ular shulay sizning boshingizda shigish yasayacaklar. Конечно же, презентация книги – это просто начало пути. Еще очень много дел предстоит сделать. И, уважаемые друзья, как раз о планах мы поговорим. Радик Мухардамович, с вами. Рахимитигиз, сизден башланып китте бу эш, һәм инде сезнең инициативагыз белән, көн сайын шалтыратуларыгыз белән бу эш һаман бара, дәвам итә, әле суын багансыздыр дип ышанабыз. Рахим итеп, сезгә сүз. Ассаламу алейкум. Спасибо, что нашли время. Спасибо, что пришли сегодня к нам на нашу презентацию. Мы очень рады этому событию и долго к этому готовились. На самом деле у вас была проделана очень большая работа, в которой были задействованы целые разные команды. Была задействована команда Муфти Хазрета, его активное участие здесь было, и он наш духовный наставник. Здесь тоже много привнес в проект, много идей, много нас консультировал и много мы воплощали именно идеи Камиль Хазрета. И, конечно, по воле Всевышнего к нам присоединился Зульфатовый. Зульфатовый очень талантливый, я не знаю, даже лучший. Вот, и он написал основу, сказку, легенду, которую мы воплощаем. Вообще, я хочу сказать, что в первую очередь проект призван объединять. Он призван объединять не только детей, не только татар всего мира, но он еще призван объединять и талантливых людей, которые будут участвовать в нашем проекте. Мы поэтому изначально все делаем на татарском языке, изначально книга написана на татарском, и потом уже перевел ее на русский, потом мы перевели на английский, с помощью Камиль Хазрета мы перевели ее на арабский язык. Вот, потом мы здесь подключили тоже группу компаний I'm Company, ребята очень талантливые, молодые, продвинутые, они разработали нам трендбук нашего проекта, что в основу легла у нас восьмиконечная звезда. Это тоже идея Камиль Хазрета, это исламский символ, который олицетворяет качество Туган Батыра, это доброта, это щедрость, это сострадание, это любовь к Аллаху, это терпимость, это умение хранить тайны, это преданность. И мы эти качества через сказку, через легенду будем выносить нашим детям. И наша задача, чтобы дети получали правильное воспитание и чтобы они росли в наших традициях и знали наши ценности, чтобы дети знали наши ценности. Вот, немножко, наверное, расскажу то, что уже сделано на сегодняшний день. Сегодня у нас была большая презентация на Казан-саммите. Мы немножко шли с опережением графика и сделали книгу на арабском языке и дарили всем гостям Казан-саммита со всего арабского мира. К нам приезжали гости, как вы знаете, и мы всем дарили нашу сказку легенду. Вот. Потом мы запустили сувенирную продукцию. Вот, мы сейчас тоже хочу, пользуясь случаем, сказать, что мы ищем талантливых людей, которые что-либо делают в нашей республике. Это и самозанятые люди, и те, кто что-то делает круто, качественно. Мы сделали коллаборацию с брендом Алга, они нам сделали мерчи, кепки, потом футболки, потом у нас есть мисс, это тоже они нам делают лимонады, потом вы воду, наверное, видите, тоже мы сделали коллаборацию с очень качественной продукцией. Вот.
И эта работа у нас продолжается. К нам приходят разные люди, пришел Иван Бабай, который делает чай, вот у нас сейчас чай тоже поставляет, кто-то еще что-то приходит. Вот если мы видим, что ребята что-то делают качественно, то мы это воплощаем всю эту продукцию и дальше это продвигаем. Вот. Потом мы провели много разных турниров. Сейчас мы проводим турнир на призыв Улан-Батыра. То есть у нас пошел большой турнир лучный. Это в Елабуге мы провели лучный турнир на призыв Улан-Батыра. Потом мы проводим по борьбе турнир на призыв Улан-Батыра. В планах в сентябре у нас большой фестиваль будет в парке Урал. Тоже на призыв Улан-Батыра по вольной борьбе, по классической борьбе, по греблингу. Это совместно с Федерацией спортивной борьбы мы его будем проводить. Тоже мы подготовили там кубки, медали, то есть подарочные наборы. Вот, потом мы сейчас будем делать спортзал в Новосибирске, это тоже будет борцовский, там у нас наш парень Никита Равдин, он сейчас стал чемпионом России, тоже по борьбе греблинг, вот, его там будет тоже у нас тренировать. Это направление мы тоже активно развиваем. Потом у нас сделаны уже аудиокниги. В этом месяце запускается сайт. Там очень получился красочный, интересный сайт. Там можно купить и сувенирную продукцию, можно ознакомиться с нашими проектами, с нашими направлениями. Вот. Это мы тоже уже реализовали. Значит, у нас сформирован совет директоров из детей, где принимают участие дети в обратной связи. То есть в Баласите мы большую работу провели с детьми. То есть у нас дети дают свои идеи, и мы некоторые детские идеи тоже воплощаем в жизнь. То есть эта работа у нас тоже ведется. Еще хочу сказать, что так как у нас сейчас уже пишется продолжение книги, то есть это продолжение, ну, на мой взгляд, оно получится более ярким, красочным и еще масштабным и интересным. Вот. И у нас написаны комиксы. Поэтому мы сейчас ведем работу над поиском хороших иллюстраторов, которые будут рисовать нам картинки в комиксы и в продолжении книги. Вот. Тоже некоторые замечания нам сделал Кабир Хазрат, мы это тоже учтем, и в картинках мы тоже будем использовать там определенные моменты, которые будут отражать нашу татарскую символику. Вот. Так, я, наверное, попрошу поставить ролик по совету директоров из детей, где вот мы тоже проводили работу, как это все у нас происходило. То есть это одно из собраний, которое мы снимали. Вот я хочу, чтобы вы посмотрели, примерно у нас. Таких встреч и собраний у нас было много. То есть это у нас мы уже работаем больше года над проектом. Поэтому вот это одно из собраний, которое у нас проходило. Подходит ли иллюстрации книги Улан-Батыр, но мы принимали решение, подойдет ли эта иллюстрация или нет. Я читал сказку, и мои соображения не совсем совпали с этими иллюстрациями. Да, было сходство, вот прям то, что я хотела увидеть, это увидел. Я воображала, но не все картинки повлияли на мое воображение. Хорошо представляла это банк. Я представляла не так, как в интересном виде, как в реальной жизни, типа, там вот некоторые моменты, типа какие-то места из деревьев, там вот, все по-разному было. Все очень понравилось, особенно как мы обсуждали, какие лучше подойдут картинки к новой сказке. Понравилось то, что давали блокноты и ручки, и бог. Ну да, мне кажется, что мы делаем довольно большой вклад
на этот проект тем, то, что, знаете, в школе что-нибудь такое, может, уважать тут некоторые, те, кто сейчас не умеет. Да, я чувствую то, что мне проект. Вам для всех каждый человек нужен. Все мы без Да, я думаю, все дети влияют на проект. Друзья, мне кажется, можно чуть-чуть поаплодировать в этом месте, да? Я правильно понимаю, то, что при создании этих картинок, сказки, иллюстраций учитывались мнения тех же самых детей, то есть потенциальных аудиторий, правильно? Да, они прочитали сказку, и мы просили давать нам обратную связь, потому что у них свое видение, они живут новыми трендами, и нам было важно их мнение. Вот. Ну и сейчас у нас что дальше происходит? Мы сейчас уже начали активно работу и подготовку к созданию мультфильма. Мы хотим сделать очень качественный, классный мультфильм о Туган Батыре. Вот это такая большая работа, и сейчас ведутся переговоры с создателями нашего медведя мультфильма. Мы их выбираем лучше, кто уже что-то делал в российском и не только в российском рынке, имеет уже опыт, и вот они нас консультируют. Вот поэтому не могу сказать, что в ближайшее время, но через определенное время вы увидите мультфильм о Туган Батыре. Также мы планируем создать компьютерную игру, и у нас есть цель сделать парк развлечений. Вот это из больших планов, которые, к чему мы идем. Вот. А на данный момент вот у нас уже это написаны комиксы, и мы ведем работу над иллюстрациями и продолжение книги написано. То есть вот такая работа ведется. Поэтому я буду готов потом ответить на вопросы, если какие-то вопросы будут. А сейчас хотел бы передать слово своим друзьям, партнерам. Ну, зізналися идейному вдохновителю, корректору, редактору особенно по религиозным вопросам и национальным некоторым вопросам. Камиль Хазрат сізге сөз береміз, рахмат сізге Радик Эфенди, Камиль Хазрат идегіз бір-екі сөз. Микрофон называется. Есть такие слова, Гажани Хазрата Безнадзора. Судьба. Шайба Дина Безнадзора. Булмасада, Дина Безнадзора. Город Бадет. Тель. Киев. Есть три вещи, которые хоть и не являются частью религии, но они сохраняют ее. Поэтому, когда мы смотрим на культуру в целом, мы понимаем, что сегодня создается тоже какая-то часть нашей общей культуры. И наши дети, наша молодежь смотрят мультфильм Марвел, Дисней. К сожалению, сегодня не совсем те традиционные ценности распространяются через них. Вроде бы подумали, но нам же надо как-то защищать традиционные ценности от нетрадиционного вмешательства. С другой стороны, очень был убран образ татарского батыра. Вот сами сейчас подумайте навскидку, каких батыров вы знаете. Вот я знаю, первый сразу, кому батыр приходит в голову. То есть какие у нас есть герои? Нам же нужны герои, нам нужны примеры. В книгах мы читаем «Миналь Пальби» или «Аль-Пальби Сабиля», что от сердца к сердцу всегда есть путь. Хоть мы ушли в онлайн, то есть нам иногда нужно в офлайн тоже выходить, потому что от сердца к сердцу есть путь. И мы хотим подражать тем, кого мы любим, кто нам нравится, кого мы видим. Например, смотрим на какого-то ребенка, вот он сделал какую-то прическу, порвал джинсы, что-то вот он сделал. Почему? Потому что он увидел какого-то артиста, какого-то актера, какого-то певца, и это ему понравилось. Его уважают, он тоже хочет быть похожим на него. Поэтому перед глазами наших детей должны быть образы, прекрасные образы. Может быть, это выдуманные образы, которые собирательные, являются собирательным образом, но они нужны. То есть, в любом случае, они нужны, и все мы с этим согласны. Вот, альхамдулилля, Радик Абы, он как бы предвосхитил общую тенденцию о импортозамещении. То есть об этом мы уже давно размышляли, и вот эту тему мы обсуждали с ним, про татарского батыра. Почему-то у нас нет этого образа. Вот, например, какой должен быть татарский меч, как он выглядел, тут можно сказать. То
есть сегодня мы можем говорить, как выглядит шашка, мы сразу представляем. Мы говорим, японская катана, мы ее тоже представляем. Мы даже индийский шамшир можем представить, но там меч-кладенец можем представить, а вот татарская сабля, она какая была. Или другой вопрос, как выглядел татарский воин? Вот во что его нужно одеть, чтобы мы сказали, это татарин? Можете представить, что должно быть на нем одето? То есть настолько выхолощен образ татарского батыра из наших сердец и наших умов. Нет его. То есть мы можем разве сказать, как должен был одеться татарский батыр, чтобы мы сказали, что это не турецкий, там, не крымский, не узбекский, не другой, а татарский. Что он должен одеть? Кто сможет сказать? И вот, мне кажется, в этот путь вышли, чтобы ответить на эти такие, скажем, важные вопросы, что у нас есть своя культура, свои традиции, язык и народ, который имеет очень глубокую историю, очень много вещей, которыми можно гордиться. Первый Коран в мире, пожалуйста, татары напечатали. Первую мечеть в Японии построил Абу Бакр Ибрагимов, пожалуйста, татары. Мухаммад Мурат Рамзи Аль-Казани из Сармановского района едет далеко в Мекку, 36 лет преподает в ней. И пишет прекрасные книги, его называют Фарим Марджани, Тафикуль Ахбар, книгу по истории, в 2 томах, не боясь, откуда он написал. Потому что там не было цензуры. Ее напечатали в 1907 и второй том в 2008 году, но ее сразу же запретили. Она была запрещена цензурой, но сейчас ее можно почитать, к сожалению, правда, опять на арабском языке. Но я имею в виду, что у татарского народа очень много героев, которых мы не знаем. Очень много имен, которые предстоит поднять, объяснить и рассказать. И вот я думаю, что как раз татарский батыр – это некий собирательный образ, который сможет нам, нашим детям, нам тоже в первую очередь показать, каким должен быть татарский батыр, герой, какими качествами должен обладать мужчина. Радик Абы сейчас упомянул о символе 8-гранной звезде. И мы его часто можем увидеть. Часто можем увидеть Шамаиля, когда 8-гранная звезда есть, что она означает. И мы находим в старых книгах, что она означает 8 качеств, которые должны быть у каждого мужчины. Не только мужчин, у женщин, у любого государства. Эти качества должны быть, как милосердие, как честность, как качество, которое, что человек умеет содержать секреты. То есть 8 качеств, которые должны быть у любого мужчины. Прекрасные качества. И мы понимаем, то есть читаем свою историю, видим, что, окажется, в каждом символе был заложен огромный смысл. И удивляешься, что, оказывается, раньше каким-нибудь ковром могли передать целую историю. Обратите внимание, если мы посмотрим на старые мечети, мы можем увидеть тюльпан. Очень много тюльпан рисуют. Что это значит? На арабском языке тюльпан похож на написание слова «Билля», то есть «Аллах». А иногда смотрим справа тюльпан, а слева роза. Смотрим, например, в других мечетях, например, написано справа Аллах, а слева Мухаммад. И роза – это любимый цветок пророка. И всегда в тюркских книгах, в татарских книгах рисовали розу, она сразу означала, это значит пророк Мухаммад. Ничего не написав, мы показывали на это. Показав тюльпан, мы показывали слово Аллах. Смотришь в мечети, 99 тюльпанов нарисовали. Указывает на 99 имен Всевышнего Аллаха. И это все есть, эти коды, они заложены в нашем народе, просто не всегда мы умеем их читать. Смотрите на полумесяц, в какую сторону он смотрит у нас? Всегда смотрит влево. Почему влево? Потому что месяц начинается в эту сторону, он начинает, смотрит влево и начинает расти. И 13, 14, 15 число любого лунного месяца он заполняется, становится полным, и потом он начинает заканчиваться в эту сторону и исчезает. Так ведь? Поэтому мы не конец месяца, а начало любого дела показываем, потому что у нас есть всегда надежда на развитие, на что-то прекрасное, и мы месяц показываем эту сторону. Или же он смотрит у нас вперед, это касается мечети, в сторону Мекки, указывает. Посмотрите на любой полумесяц, он смотрит в сторону Мекки. Или же на картинку он смотрит влево. А на кладбищах старых, посмотрите, он смотрит вправо, потому что это конец пути, конец дороги. И вот эти символы, они заложены во всем. Сколько углов, сколько чего, какой цветок нарисован. Например, есть 2 известных рисунка именно у мусульман, это гилик и ислими. Гилик – это такие геометрические линии, очень красивые звезды там можно увидеть, но в них нет ни одного рисунка. Потому что если потянуть за ниточку, рисунок исчезает. То есть вроде бы есть, но совокупность линий создает какой-то прекрасный рисунок. Он математически продуман, но совершенен, он указывает на совершенство Господа. Есть второй вид рисунков, когда есть какие-нибудь узоры, какие-нибудь цветочки растительные, они указывают на человеческую сущность, на нашу сущность. 2 вида рисунков, и вот читая эти рисунки, всегда можно читать. Смотря на них, вы можете их прочитать. И раньше люди этим владели в совершенстве.
Смотришь ковер, передаешь кому-нибудь ковер, и он читает это письмо и видит, что ты хотел сказать. Это же прекрасно. Эта культура была, почему мы должны ее забывать? Вот я привел всего лишь несколько примеров, и вот что касается этой звезды, что касается лука, что касается прекрасно, в этом году впервые в России прошло соревнование по традиционной стрельбе из лука. То есть это не спортивное. Есть спорт, официальный спорт, когда люди стреляют из лука, это блочные луки, очень такие современные. А здесь вот лавочка Радика способствовал тому, что впервые в Елабуге, в России было около 80 участников, если я не ошибаюсь. Со всей России приехали люди, это и Кавказ, это и представители даже не мусульманских народов, которые нарядились в свои национальные костюмы и пытались стрелять так, как стреляли их предки. Это тоже некий культурный код, и это прекрасно. Я считаю, что это не начало, это не конец, это всего лишь один пример того, что мы будем сделать и другие. Надеюсь, что появятся другие бизнесмены, другие ученые, которые сплотятся вокруг других прекрасных проектов, когда мы не будем нуждаться в Марвеле, в Диснее, у нас будут прекрасные свои образы. То есть не только Чебурашка там, а многие, чтобы были прекрасные батыры, образов очень много может быть. Я не знаю, какой-нибудь там Мураубай там прокатать, пожалуйста. Мураубика. То есть эти образы можно создавать. Когда ты заходишь в кафе, даже тот же фастфуд, татарский современный фастфуд, и есть какие-то игрушки, о которых... То есть они наши герои. У нас такой народ, что у нас все герои. Вот здесь идете на... Когда мы посещаем Тукая, если мы оглянемся вокруг, то видим могилу шейха Ислама Хамиди. И узнаем, оказывается, что Тукаев похоронили поближе к шейху Исламу Хамиди из-за того, что он был великим ученым, написал это все. Видим Галимджана Буруди, который отучился во многих странах, преподавал в Сирии, когда его депортировали, его выслали из страны. И что даже сегодня главный судья Бахрейна – это ученика Галимджана Буруди. То есть мы находим такие цепочки, настолько великие ученые у нас есть, настолько великие имена. Идем, видим Марджани. Более 30 книг написал только на арабском языке, весь мир его знает. Приезжают люди с Южной Африки и говорят, мы проходили книги ваши Марджани. Приезжают люди из Аль-Асхара и говорят, что мы проходили по сильнейшей науке Усуль Фик книгу ваших Шахабуддина Марджани. Вот наши герои, они все здесь, они вот рядом. Это нужно показать нашим детям, что мы не нуждаемся в импортных героях. У нас есть свои герои, у нас они были. Возьмите того же Кул-Шарифа. Если мы читаем, даже вот Худякова просто почитать, когда Кул-Шарифу приходит письмо, его же зовут, пожалуйста, то есть, понятно, у нас были крымские ханы, Абдул-Латиф, Мухаммад Амин и так далее. Но мог убежать в Крым, или же ему приходит письмо с Стамбула, в то время же правил по фильмам, вы знаете, Сулейман Великолепный, известный хан Сулейман, он не убегает, я, говорит, останусь со своим народом. Это же герой. Он знает, что бы с ним ни было, и на кону стояла смерть, он все равно остается со своим народом. Это настоящие герои. Мы о них забываем, их нужно помнить, нужно знать. И благодаря таким проектам, как Иван Батыр, надеюсь, что таких проектов будут сотни. Мы нуждаемся в этом, наши дети нуждаются в этом. Поэтому Радика перед всеми хочу сказать Рахмат. Потому что идея это одно. То есть мы можем за чаем обсудить, я могу как подкинуть какую идею, реализовать это совершенно другое. Реализовывать идеи это очень сложно. Фата написал. Мы бы с вами сели, мы до судного дня с вами не написали. То есть у нас нет такой способности. Поэтому в каждом деле должны быть специалисты. Мы сначала будем к ним обращаться. Уже вторая часть. Комиксы будут. С удовольствием все с вами их тоже прочитаем. Все мы их ждем. И дай Бог, иншаллах, мультик посмотрим. Может быть, кино тоже увидим. Ассаляму алейкум. Алейкум ассалям, джазакаллаху хайр. Аллах хатиус. И, вы, наверное, поняли, да, то, что это огромная работа. Одно дело написать, но другое дело это еще воплотить в жизнь. Рухландырга, жанландырга дегенде, шулай. Друзья, у нас спикеров 3 основных. Если что, будут еще желающие, мы также предоставим слова. Но вот воплощение идеи, анарга жанру, әлеге геройга инде Зульфат Әфәнде сезнең белән сөйләштербез. Автор книги Зульфат Хаким, сезгә сүз. Хәзер башлаган эшләрне кайсы булатын икәнлек тотарга. Моны шалтыраттылар. Һәм тәкъдим иттеләр. Менә шушы проектның әдәби өлешенә алырга.
Мен шондук ризалык бердим. Кыскача гана нерсе турында булырга тиеш, биз туган батыр деген образды көз алдына кетиребиз. Менә шуның турында әсәр язып булмас микән дип уйлап. Мен шундук ризалык бердим, мен гадәттә бер эш белән мөрәҗәгать итсәм, күпмедер вакыт алам уйланыр өчен. Кирәк микән турында үземә сорауга җавап бирүче. Монда ничектер ризалаштым һәм гаҗәеп хәлме шул көн язып булды. Менә бит әйтүче, бәлки мин теге ирек ярата торган кеше булгач, теге ялгыза кеше булгач, миңа аның менә шулай яз, тегеләй яз, менә булай булсын дип, ниндидер рамкалар куймаганга бәлки. Алар миңа әйттеләр, нинди булырга тиеш, ничек булырга тиеш, менә стойкость алар. Әлбәттә, теге ирек күрүште, яза башладым, вакыйгасы. Әлбәттә, мин драматург буларак, язучы буларак аңлыйм. Әлбәттә, вакыйга кирәк, бигрәк тә балаларга адресланган булгач. Һәм яза башладым, тиз арада язып ташладым. Ике кисәктән торады. Мин махсус рәвештә элеккеге традицион әкиятләрдән китәргә тырыштым. Безнең әкиятләрнең күбесе кызганычка каршы примитив рәвештә язылган. Бу инде әлбәттә балалар аңласын өчен, балалар белән аңласыннар өчен шулай язылган. Мин монда балалар өчен генә түгел, аларның әти-әниләре өчен дә язасым килде. Яшәү мәгънәсе турында язып кертергә тырыштым. Чөнки әгәр дә кайбер урыннарны бала аңламаса, аңа әти-әнисе аңлата ала. Һәм ниһаять бу бала бүген аңламаса, 3-4 елдан аны аңларга мөмкин. Монда мөмкинлектән файдаланып, рус журналистикасын булган укыган да бик ошаккан, әмма нишләп анда Карабаш дигән малай бар, ул арасыннан көнләшеп, башкаларга китереп, башкаларга аңлашырга китерергә. Тискәре бир заман. Нишләп аны туган батыр белән читкә итәрә, нишләп аңа ярдәм, читкә итәрә, нишләп аңа ярдәм итмәде. Мин бик әйбәт сорау, мин ул кызның да бәлки, я хочу ей ответить на ее вопрос, потому что очень важно в сказках давать, постараться дать объяснение, что, например, человек, если не хочет, то он советами, какими-то призывами, лозунгами, ну, это нужно делать, но вряд ли это поможет. Только личный пример. Туган батыр его зовет к себе на сборы, на игры, но тот отказывает, ему не хочет. И в диалоге я хотел объяснить, что это я отвечаю, почему я на русский перешел, отвечаю это журналистски. Ведь недовольство окружающим, недовольство жизнью, недовольство тем, что происходит вокруг тебя, это, по сути, сублимированное недовольство собой. Это ведь, к сожалению, я и сам тоже начал это лет в 30 лет своим умом осознанно начал понимать. Вот есть такие вещи, я, по-моему, ответил я это журналисту. Да. Нәрсәдә тукталды белмим. Менә хәзер дәвамын язам. Мин шул вакытта туган батырны язарга тырыштым үземнең балачагымнан. Без үскәндә, безнең авылларда ничек дип әйтим, менә үрнәк балалар шундай батыр йөрәк белән гадел малайлар бар иде. Һәм киресенчә башка төрлеләр дә бар иде. Миңа язганда ничек бу үземнең балачагымны исемә төште. Һәм укыган кешеләргә ошады, мен яхшы бәяләр ишеттем, бик шат. Чөнки бу бит әле менә бүгенге балалар яратып кабул итсә, ул чырлар көлтәсе төзелми дигән сүз. Менә хәзер Минем балачагым туган батырда бик
benim болашақтағы ana şu uzatma olaylarının sıfatları. Ben şu vakitte bu birinci kitapta ama 9 yaşta kalıp 16 yaş olan anda ana olga tabi ben de tevfikle psikolojik dünya gösterisi gibi. Bindir bir araya gelmeden yapışılma kız babalarla kızık olsun için o gelecekte yollaşırlar. Hataları da cebelledir. O kaydalar tiskeri iş taşlanmadan değil. O geri eylemini koydup şu hatalarını söndürgenlerdir. Çünkü durmuşta kültür doyulganına varım mümkün. Biz varızda Allah şartlarını biliriz. Nerse yoksa, nerse naşar. Nerse işlerge yarayıp, nerse işlerge yaramıyor. Ama biz vardır böyle durmuş kızımızında şu bundadır İngilizce Tuğancı varlığa gelirken Sina kadar varlığa gelmezler belki de bilelim. Senin dedir kabidelerken başkalarıyla bir şeyler kabidelerle de bizlerdir. Biz koydadan bu yaxşılıklarını bir de haklı var iken, bayada bir yaptılıkta ilketirler, bu ilkeni biz bilemiz. Her vakit insan getiremedim ve Avrupa bakşatında tünle sen koydadan önemli gadette koyduk bir tutan bu gider sokmak vakti kendini bilemiz. Hemen şu paralarda tuğladan almayız. Digeneklerle batıp, avunup sürtülüp, kirten başaşkın, batıklar belirliyoruz. Yani faydalı sokmaklar kırdık. Ne biz kulübüz mü ne şuvay? Ayak basa şuvay yürüyor bu dünyada. Hatta böyle üstelerimiz bilen kimi dünyada üstelerimiz bilen kimi ismine şu şekilde nokta arasında yaşarken nasip olan şu an göre kişilerle renklerle başlamasına gerekli kendine benim göstermeye gerek. Bir kutman ya havalar hazır bir tişitliğe, bir tiş ülkemden olanmadan derseler benim telefonumda, internette ülkemde böyle üretilmeye mümkün. Olarga hazır ilk yazılan gibi, ekiyetler gibi yazılan gerek tüm bilim şeyler, bu bilim şahsi fikirlerine gelişmezsiz. Olarga başka türlü muhatabı gerek hazır. Başka türlü. Bu kitap, bu edebi eser elbette bu büyük bir parayetinin yukarılanmış başlanan büyük parayetinin ölüşü, edebi ölüşü hem şanslıyla bu ölüşlerinin nasıl şu an göre radika düzümlük hem kumaşlar değil. Bu şunun da bitkiye sizin beni gitme garizan falan mı değil? Çünkü bu şunun da ulaşan beni de devamlı yazan, yatsın diye yazan hatta ekledim. O 16 yer, Amay'da 16 yer, 18 ulaşan andaydı. Çünkü belki orada vakıgalarla kesinlikle ulaşan. Var mı internet zamanında, kağıtlar zamanında ulaşan adamların ve işte 50 milyar kurgan çıktı. Var mı Mılayımına eserleri şeriflidir bulunmak olmalı. Buna göre tırşıma gerek, tımlarla gerek, iştirge gerek bizge şu zamanda yaşarken nasip kılan, bizge şu bunlar bağlanışın bunlarla ilgisi üzme bu işi bizge verilgen bir sanırımda partisinin en çıktığı deneyde çünkü bu millet olursa ülken bunlar mümkün bunlar hem gelişen bunlar olacağımızı onlar bir millet o millet sosyal bir çünkü bu tarihi kategori bunun böyle anılarını tarafsızlarla bundan sivil tarafından milletlerle Lakin biz bu
eserlerinde üzerinde konuşuruz. Uzun zamandır konuşuruz. Ülkelerine seyahat ettiririz. Bugünkü gün biz bugünkü günde şurada yaşadığımız kendi günlerimiz hem kileşemiz derimiz. Anlaşılmaz. Rahman güzel. Siz özünüz bilen yerdeseyim mi yaptısın? Yazdırışını yazdırdın. Yok, bu yaydırma çemadan. Söyle. Sonra soruşmasına kalsın. Они вообще не бомбовый эсерьез скажем, что он переездил без модачи. Бітен сашунда. Рахмат Гизар. Инде, мы понимаем, да, то, что вот когда говорим про Marvel, когда говорим про эти фильмы, понимаем то, что за каждым кадром это очень дорого. Радик Харлямович, как вы решаете этот вопрос? И понятно, можно сделать дорого, но хорошо. Но можно где-то что-то сэкономить, но это не буду смотреть. Вот нищеграксис с Роландом Хальдес. Ну, вы знаете, вот на начальном этапе нас поддержал фонд президентских грантов. Вот определенная сумма была выделена с их стороны. Остальное я финансирую сам, но вот на большие проекты, такие как создание мультфильма, компьютерные игры, ну, понятно, что парк развлечений, конечно, мы готовим большую презентацию и будем искать инвесторов, партнеров в этом направлении, тоже планирую определенную работу провести. Ну, думаю, что я найду единомышленников и меня поддержат. Я в этом уверен. Спасибо за вопрос. Ну, друзья, как вы поняли, да, то, что череда вопросов открывается для вас. Можно уже задавать вопросы, если у вас какие-то есть. Про комиксы нужно тобой тоже хотел сказать, то, что... Ну, вот я один из немногих людей, который прочитал комиксы. Это, ну, просто, мне, ну, на мой взгляд, это шедевральная вещь, которую еще никто не делал. Мне было очень смешно, интересно и необычно. Поэтому комиксы получились очень классные. Вот. Да. Комиксler, ben nasıl şöyle yazdım, bitteki satirik yazışı olarak başladı. Onlar biraz huliganlar var idi, biz onları edenseylerle zeteşeriz. Yani başlamışça yazdım, kabul ediciler kısınca. Yani hazır Tatarca öyle tercüme edip duran. Komiksler üzerinde de bizim dereceden sıklaşık kalırsa. Elbette o müzeylerden sonra o 35 metre piyasasında komiksler. Ne yoksa ressamlar tapsa, illüstratörler tapsa, sıklaşık. Ancak elbette belirleyiciler bizge fazla edilen biz düşlerden bizleri yarata var. Total bir üniversitede onlar bitirmesi bizge fazla ediyor. Bizden yaşadılar. Allah'a tavşırdı. Sıkılaşa hem de sıkanlar anda sistem tasarımları sistemdir. Zaman bir de uzaktan bir kitap yapıp dışarıda zamanımız. Вот как раз на комиксах мы сейчас ведем работу над тем, чтобы, ну, я думаю, то, что мы даже сделали конкурс на лучшие иллюстрации. Вот мы хотим, чтобы помимо того, что сюжет интересный, мы хотим, чтобы еще были картинки интересные. И хочу еще добавить, вот прежде чем приступить к проекту, мы были вот в Национальной библиотеке вот год назад. Мадина Фатыховна нам тут организовала экскурсию, мы проанализировали все детские издания, проанализировали все комиксы, поняли, что сейчас молодежи очень интересны комиксы, то, что здесь даже в Национальной библиотеке, они все на руках, потому что их разбирают, а комиксы здесь в основном западные, то есть американские, это марвеловские герои, это вот, ну, совсем такая западная история, и тем не менее она очень популярна, поэтому мы решили сделать свое и поняли, что таких хороших современных изданий их нет. Вот об этом сказал очень правильно, потому что сейчас молодежи, чтобы было интересно, нужно писать современным языком, чтобы было, вот, так скажем, прикольно, клево, модно. Вот поэтому мы стараемся делать, чтобы было именно так. Спасибо. Очень большой респект вам за это.
говоря молодежным сленгом. Итак, уважаемые, если есть вопросы, то не стесняйтесь, вам предоставлю слово, предоставлю микрофон, просто не забывайте представиться и озвучить свой вопрос. Добрый день, меня зовут Николай, деловой издание «Бизнес онлайн». Радик Михайлович, вы сегодня отметили очень важный момент, что вы ведете переговоры с создателями Маши и Медведя. Вот, а они все-таки известны как, скажем так, некая компания, которая создает короткометражные мультики. Вы какой мультик хотите создать? Короткометражный или полный? Спасибо за вопрос. Мы это тоже обсуждали. Конечно, мое видение сделать мультик полнометражный, пределах часа. Я вижу, что это подобие «Король Лев», вот такого плана мультфильм, который тоже будет, может иметь продолжение. Вот. Поэтому вот как раз в конце месяца человек приезжает опять, и мы это будем обсуждать. То есть, вот, чтобы проверить гипотезу, как это все будет, потому что самый первый мультфильм должен быть прям такой качественный. И как они объяснили, что очень важна подготовка к самому процессу. То есть сама подготовка, она занимает достаточно много времени. И здесь вот нельзя ошибаться, правильно выстроить стратегию этого продукта. Поэтому пока это в процессе мозгового штурма находится вопрос. Спасибо. Компания Анимакорд выпускает Машу и Медведя, если что, да, делают короткометражные, но тут вопрос не в короткометражном фильме, наверное, тут уже вопрос самой идеи, потому что очень большая подготовительная часть — это как раз сценарный план, потом отрисовка материалов, потом уже сам мультфильм. Ну и озвучивание, естественно. Подойдите, пожалуйста, поближе, как-то, да, чтобы дотянуться до вас. Всем доброго дня, меня зовут Алина, у меня вопрос. В целом очень классный проект, на самом деле я удивлена, я заслушалась всеми спикерами. У меня вопрос следующий. Сейчас мы все понимаем, что дети у нас очень много времени проводят в соцсетях, как бы это ни было, возможно, грустно, но так оно и есть. То есть планируете ли вы продвигать данный проект через соцсети, YouTube, возможно, та соцсеть, которую нельзя называть, TikTok в том числе. То есть есть ли у вас в планах именно активно продвигать, чтобы дети вместо контента, который не пойми какой там, да, идет, льется в соцсетях, был вот такой качественный, интересный, увлекательный контент, непосредственно связанный с данным проектом. Спасибо большое. Это, наверное, опять к вам вопрос, да? Да, Алина, спасибо за вопрос. Конечно, поэтому мы и сформировали в Совет директоров из детей, чтобы они участвовали в этом процессе, и мы будем пользоваться всеми современными технологиями, которые сейчас есть в мире, чтобы продвигать наш проект. То есть, конечно, это и TikTok, и YouTube каналы, это и тот мультфильм, который мы будем создавать, мы, конечно, будем туда тоже его заливать. И все наши активности мы везде активны и в Инстаграме, и на всех возможных каналах мы их транслируем. Сейчас у нас уже запускается еще сайт в этом месяце, тоже он очень яркий, красочный. Там будет вся информация о нас, о наших проектах, о наших действиях, активностях. Вот, и потом я еще подключаю здесь Конгресс Татар. Вот, Конгресс Татар тоже мы разговаривали о том, чтобы все наши представители по миру, чтобы они тоже получили наш продукт, рассказывали о нем, продвигали его. То есть я думаю, что татары всего мира поддержат этот проект. Вот, у нас еще в этом месяце запускается на Kickstarter, тоже на этой платформе мы запускаемся, да, мы тоже большую работу, я забыл об этом сказать, у нас еще Kickstarter запущен, потом у нас квесты новые запущены, потом у нас оцифровка всех персонажей, они уже в метавселенной у нас находятся, я об этом просто не упомянул. На самом деле у нас уже метавселенная, уже, то есть у нас там и Шугалей, и Гульчачак, там у нас, это все у нас отдельная группа сформирована, уже в Москве было много встреч там с профессионалами в этом направлении. Вот, это как бы отдельная история, и за каждое направление у нас есть ответственный человек, который его занимается этим. Вот, поэтому спасибо за вопрос. Спасибо. Так, еще. Кто художник? Художник, вот именно по этой книге художник, это компания I'm Company, это их компания, кто нам разрабатывал брендбук, они взяли на себя и работу с иллюстрациями. То есть сейчас я не назову конкретного художника, потому что это целая компания
диалог, то есть они взяли на себя иллюстрацию. Еще вопрос? Нет? Хорошо. Микрофон крепкий? Удивительное это мероприятие. Это большое дело, потому что в современное время сейчас все задачи, все возможности, все дела, все творчество, и сейчас барысында өзіміздің сөзін сақлау, тіліміздің оларды сақлауға үйренген. Шолай бұл бізден бұл грант білгенді, шоңа берген қарада бұл ішленген әхамияты зор. Не үшін мен, извините, пожалуйста, книгу взял, чтобы посмотреть, открыть ладно, просто посмотрел, сразу посмотрел, acayip şoşunduğu bütün fikirler, acayip bir нәрсе yazılanlardan okumadım. Onda paylaşılarken orada приятно, Türkler dostlarım, acayip kişi bitsin, yarışabilsin misin, doğru yaşabilsin misin? Bana acayip şoşunduğu kişi, şoşunduğu eserler yazılan iken, bir ama boşuyum. Ondan sonra neydi, bunlar söylenen vakitte, bana şoşu projektörde söylenende, ben söylenen kişinin yüzüne karayım, hem avazını tanıyorum. Она играет, конечно, очень olarak важный, серьезный, душевный, не столько душевный, а практичный человек. У нас müttegal başlar, bütün eserlerini tutun. Onu şu kadar bilmeyen etmiş şu şey. Din ehlerinin tarikat, durmuşka bütün dünyaya karşı gayet tabii hem terbiye ülkeleri. Böyle iman temizliği maktadı bilemez. Çünkü mesela yüzünüzde kıyafetinizde, bütün hareketinizde, mimikinizde şu izge işlerine layıklıdır. Şunun için kolay tanrıyla koşmanı başardınız. Evet, efendimindeydim. Çünkü özü de bilendik şekerin. Böyle bir gayet bir şey oldu. Mesela, niçin eyler dostlar? Hazretlerine sevdim. Ondan bir şey yıllarlık, Peygamberler durumda kitap çıktı da şuna birinci tavsiye oldu. Ettiler beni babalarına, bunu temiz, bütün temiz terbiye var. Başa koyargan idim. Anda peygamberlerinin şu kadar akıllı, şu kadar terbiyeleşen, sonra bir kursetkenler, Xudoy bunlar bilen çıkmalar terbiyeler olsun. Kişinin yüzü olarak yakımlar. Yakımlar kişilik olmayız mı? Bana şu kadar ne kadar izleyicilerine sebep olsan, bana bu da resim kursetkenler, bana balar. Bu resim yeni terbiye olsun. Bana şu bizden Tatar balaların yüzü olarak atıyız. Hindi millet Amerika'yı okurken resmine koyup, onların sırası internette sizin fikirlerinizi, aşağıda Kur'an'ın imanlarını Tatar halkı. İyi, zim karışın. Ondan sonra yaşak kışta kursetkende de, onu şu sayımızı kursetlerine rağmen. Çünkü bunu yüzü olarak atıyız. Bu benim üzümden fikrim. Çünkü bu günde Tatar milletin yolları saklarız iken, onda ruhiya avazında. Avazında gün söylegende de, çıkaran yıllarında da bütün degen Erdan çıkarsalar meydan nerede ötelendik çıkaran yetkili ilham şekilde. Şunun gibi dostlarım, yeme topladım. Şerlanlar, menemenden gelen kişiler yemek bir taraf turun versene de bir de oynayıp bir defa değiştirilmeyen de. Bütün terbiyeciler, dışlar, bütün dibeyten bu bizden bir yaşarışır birden bulup fikirlerin bir olsun. Men sizge izge şekilde oğuşlar deyim. Bana etendik ezgine şu yüzünün yavrak, onun tek ehamiyetli. Hem söylegende avazına karab, bütün müslüman biz iriş olamız. Bana Elfiye Banımız otura. Eğer Elfiye kızık olmasa, Elfiye Banı şu kadar mütebesler eder. Bütün onun tırışlar bilen, dünya bilen müzik festivaller yapsa, Elmiyan'da koymayın çokırmaylar, ama yaşlar çokırız bununla. Anda bir kişiye sanamaylar önemli. Çokırır. Dostlar, rahmet sizge. Baba, iyi dilekler, bana gelen kişilerge de şulay yok. Benim ömrümden ne hoşlanak dilege çeşitsin bile. Bizimle Tokay dilegen şey doldurulgan, içermen temelini devam edip, şunu işlesem devam edersin. Rahmat Begzir. Rahmat. So'nggi tilaklarni siz endi bizning bugungi intervyularga, spikerlarga shulay kelib, shaxsan o'zingizning tilaklaringizni ayta olasiz. Biz aytdik, то, что это только начало пути, то, что еще очень много проектов нужно сделать. Итак, уважаемые дамы и господа,
Хамада Бунаклар, у нас есть, был, точнее, проходил один маленький конкурс, и и, друзья, у нас есть победителю достается приз, Мартин Тех, или Текс, если он здесь, это вы, да? Можно вам поаплодировать? Да, Мартин, мы уже ждали. Спасибо большое, что вы с нами. В Телеграме проходил конкурс, друзья. Спасибо большое. Да, можете присаживаться. Или hürmetli konaklar, hürmetli dostlar, şunu bilen bizning eligi meclisi biz oxirina yaqinlashdi, lekin ishimizning boshig'ina ham mana bu oy suvi yoqqa qarab turgan, ham mana tuv borushi oy, только что вот новый месяц, это начало пути и новых побед и новых свершений. Biz tugan batır, şulay yok, taң batır, olib batır, qomir batır redlerine basır deb ышанып калабыз. Амин, шулай болсын, һәм инде үткән генә батырлар түгел, но есть еще батырлар, настоящие батыры современности, они сегодня были перед вами и выступали. Алкышлар аларга, аплодисменты им, спасибо большое.